Словно капает время на теме, голос криклив и натреснут. Хочется лишь тишины, но доживаешь до ночи, и только тишина погрузит тебя на дно. Именно так, без лишнего официоза, под музыку встречают каждого, кто пришел на выставку, посвященную сыктывкарскому журналисту Борису Суранову. Его не стало в конце 17-го. Друзья, главные организаторы встречи, и не стремились сделать из события день памяти и скорби, потому что Борис был бы против. Он был абсолютно парадоксальным человеком, непредсказуемым, веселым, уж простите за банальность. На самом деле, вот если он сейчас нас видит и слышит, он сильно удивляется, почему выставка его наследия проходит в Национальной галерее Республики Коми. Подумать только. Хотя Суранов любил Национальную галерею, часто сюда приходил и даже писал о ней. Как с многогранным человеком с ним можно было говорить о чем угодно – о живописи, литературе, кино, театре, о погоде и даже о том, что происходит во дворе. Во всем он искал красоту и гармонию, вспоминают друзья. Он просто вдохнул такой невероятный драйв во все, понимаете, во все, к чему он прикасался. Все это начинали любить. Вы не поверите мне, но я, находясь с 10-го года без работы, в депрессии, я приходила к Боре, Боря говорил: фигня, давай работать, давай будем работать. Ему нравилось работать. Его называли журналистом первой волны. Профессиональный путь он начал в 17, когда, будучи студентом, сам решил издавать журнал. Параллельно вел авторскую колонку в газете «Молодежь Севера», писал для «Трибуны», занимал пост первого зама главреда в «Красном знамени». Сыграл немалую роль он и в развитии местной благосферы. Зрителям нашего канала также наверняка запомнятся его программы. В начале 2000-х Суранов вел проекты «Персона» и «На кухне с». Сегодня мы в гостях у Надежды Александровны Бобровой. Кто такая Надежда Александровна Боброва, я думаю, знают все. Первого заместителя председателя комитета по СМИ. Как и всем нашим гостям, мы дарим фартук, фирменный фартук РТК. Вот так вот. Но свое величие он все-таки заслужил за то, что застолбил за собой право называться первым музыкальным самоиздатчиком Коми. В экспозиции, к слову, представлены журналы, которые Суранов выпускал с 88 по 92 годы. В них эксцентрика, фантазия, перформанс, сюрреализм. Чтобы человек, читая какую-то статью, терял почву под ногами и не понимал, в каком мире он находится, Боря и старался писать, и в том числе и публиковать, и доходил на этой территории до того, например, что даже мы себе в Москве не всегда могли позволить. Один из ярких примеров – журнал «Кукиш». Он представлял собой 5 листов формата А4, собранных обычными скрепками. Суранов был и автором текстов, и печатником, набирая материалы под копирку на печатной машинке. Издание выходило скромным тиражом в 5 или максимум 20 экземпляров. И оттого еще более ценно сегодня. Только понимаем всю ценность, когда люди уходят. Мы понимаем всю ценность, когда такая вот дистанция времени очень большая. И понимаем ценность того, что вот энергия этого человека, то, что он сделал. Конечно, это замечательно, что Кукиш, замечательно, что рок-фестивали, замечательно вот это мифотворчество вокруг себя. Замечательно, но самое замечательное то, что он оставил людям энергию, которые пришли. Это невозможно людей силой пригласить на встречу с Борисом. А сегодня не открытие выставки, сегодня, правда, встреча с Борисом. И она должна быть интересна не только тем, кто был лично знаком с журналистом, добавляют организаторы, окунуться в атмосферу прошлых лет, узнать о временах самиздата, познакомиться с той бескомпромиссной эпохой и самим Борисом Сурановым можно до 15 февраля в Национальной галерее. Анна Зубарева, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.